Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». И наш сегодняшний собеседник – министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. Здравствуйте, Руслан Тагирович. Ради Фаритович посоветовал возобновить юношеские соревнования. Насколько спортивная общественность готова к этому шагу? Во-первых, надо сказать, на самом деле для нас это очень серьезное, прежде всего, доверие главы республики, да. Это ожидаемое событие. Почему? Потому что непосредственно вот новогодние каникулы показали, что мы провели, ну, скажем так, сотни различных спортивных, физкультурно-массовых, молодежных мероприятий. И проведены они прежде всего соблюдением всех требований и норм Роспотребнадзора. У нас есть очень четкие методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации, как это мы должны проводить. И с учетом того, что на самом деле все проведено очень успешно, с учетом того, что уже и спортивная общественность давно просила об этом, во-первых, еще раз хочу сказать, мы готовы к этому. Ну, а во-вторых, ведь это возобновляем мы не только юношеские, детские, да, наши спортивные события. Это все республиканские спортивные физкультурно-массовые мероприятия. Но, еще раз я говорю, с учетом тех требований, которые предъявляются в период вот этой пандемии. А как будут проходить эти самые соревнования? То есть вообще без зрителей или будет какое-то небольшое количество людей? Вот буквально сегодня состоится оперативный штаб, который проводит у нас еженедельно Ради Фаритович. Я буду как раз докладывать. Предварительно могу сказать, что есть у нас понимание и прежде всего согласование Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения нашего, о том, что на улице соревнования, которые у нас будут проводиться, мы будем до 50% зрителей приглашать, да, в зависимости от категории соревнований прежде всего. Вот. Ну, а в залах, те, которые у нас проходят соревнования, там мы определились порог до 30% зрителей. Ну, опять же, хочу сказать, что по опыту проведения как, скажем так, соревнований по футболу, так же, как и Салават Юлаев вот у нас играет, да, как бы вот эти все требования на сегодняшний день, ну, во-первых, еще раз говорю, мы научились их выполнять, а во-вторых, и к этому уже привыкли население, да, зрители в том числе, то есть поэтому это нормально воспринимается, и на самом деле это очень хороший, позитивный такой шаг вперед. 2021 год, год здорового образа жизни. Какие планы на этот год? Максимально, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что задач перед отраслью именно физической культуры и спорта стоит большое количество. Прежде всего, безусловно, это год, который объявлен главой республики. Но, наверное, я хочу сказать, что здесь мы идем в рамках федеральной повестки прежде всего, потому что реализация национального проекта «Спорт. Норма жизни», основной показатель этого федерального национального проекта – это количество систематически занимающихся населения физической культурой и спортом. Вот на сегодняшний день у нас, скажем так, порядка 48% систематически занимаются физкультурой и спортом. В 2024 году это должна быть цифра 55% в соответствии с указом нашего президента Владимира Владимировича, да, и представляете, уже к 2030 году это должно быть охват 70%. Поэтому, безусловно, вот этот вот год, который объявлен в нашей республике прежде всего, ведь он и активного долголетия, потому что хочется сказать, что очень важно, чтобы спортом, физической культурой занимались и наши старшие товарищи, да, наши, ну, скажем так, жители республики, которые сегодня, ну, скажем так, находятся на пенсии, да, у них есть на самом деле возможность, у них есть время, вот. А мы должны создать условия. А условия – это прежде всего наши спортивные объекты, которые строятся, которых мы будем строить. И, кстати, мне хочется еще раз отметить, что почему был успешен для нас и 2020 год. Именно в 2020 году Министерство спорта Российской Федерации провело рейтинг среди субъектов Российской Федерации по обеспеченности спортивными объектами, как, скажем так, уличных, так и различных других спортивных объектов. Да? И наша республика из 85 субъектов заняла второе место, уступив только столице нашей родины Москва. Да? Вот. И более 12 тысяч объектов, спортивных объектов, распоряжение наших жителей – это как раз-то та возможность, которая на сегодняшний день есть. Поэтому уверен, что этот год станет вот таким ключевым в этой части. Особенно, еще раз я хочу сказать, в части активного долголетия. Потому что на самом деле можно долго жить, да, но важно качественно долго жить, с хорошим настроением, да, с позитивом, ну, быть счастливыми тоже важно. Хочется спросить о громкой победе российской сборной в смешанной эстафете. Смотрели и, может быть, сами поздравили Эдуарда Латыпова? Да, вы знаете, на самом деле, во-первых, я хочу сказать, что глава республики, во-первых, поздравил, да, значит, официальная телеграмма направлена. Это, во-первых. Во-вторых,
Мы смотрели все вместе, нам на самом деле повезло. Мы вживую смотрели игру параллельно, потому что шло Салават Юлаев играл с Акбарсом, да, 7-3, прекрасная игра. Вот. Параллельно на телевизоре мы болели за наших биатлонистов. Но давайте честно скажем, буквально за день я точно так же по телевизору наблюдал, значит, биатлонные гонки, и у меня, честно сказать, настроение пропало, даже я думал, не буду больше болеть, да, переживать, потому что как бы не очень успешно выступала, к сожалению, наша сборная, да, и наши биатлонисты России. Но здесь, с учетом того, что Эдуард выступает, мы посчитали необходимым посмотреть, да, вот эту на самом деле смешанную эстафету. Ну и были восхищены нашим спортсменом, да, вот особенно тогда, когда он обошел сначала француза, потом Норвегию, да, и когда Россия стала первой, вы представляете, 43 гонки было у нас без медалей. Вот. Ну и, наверное, здесь очень повезло вашему коллеге Губерниеву, да, потому что он обещал, значит, же, что там обувь, да, там съесть, если 50 будет без медальных у нас, значит, гонок. Вот, он такой, скажем так, такое обещание давал, вот, и радовался больше всех. Он и деньги обещал. Он и деньги обещал, да. Вот, поэтому, на самом деле, Эдуард большой молодец. И еще раз я хочу сказать, что еще раз это подтверждение того, что школа именно башкирского биатлона сегодня, ну, является такой ведущей в мире. Руслан Тагирович, насколько серьезно заявление о презентации Уфы на проведение Олимпийских игр 2030 года? Знаете, наверное, я отвечу таким образом. Ну, во-первых, безусловно, сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос. Потому что есть определенная процедура, есть регламент. И, наверное, каждый город мира мечтал бы провести Олимпиаду. Так и мы мечтаем. Мечтает республика, мечтает Уфа. Почему? Потому что у нас на самом деле проводятся крупнейшие международные мероприятия. И даже в 2020 году мы международный турнир по регби провели, да, мы провели, значит, по баскетболу, значит, и мы Кубок 5 наций провели. То есть, ну, достаточно большое на самом деле количество очень важных таких спортивных событий. И они всегда проходят очень, ну, во-первых, гостеприимно, да, потому что у нас регион такой гостеприимный, а во-вторых, на самом высоком спортивном уровне. Поэтому, безусловно, республика хотела бы претендовать, может быть, на Олимпийские игры 30-го, 34-го года, последующих годов. Безусловно, и если нам это доверят, то мы прекрасно знаем, что это будет, ну, во-первых, самое главное спортивное событие, да, для всего мира, для нашей столицы республики. Вот. Ну и мы, конечно, на самом высочайшем уровне проведем. Будем к этому стремиться. А удастся ли провести чемпионат мира по хоккею среди женских команд? Да, к сожалению, получилось таким образом, что Международная федерация приняла такое решение в связи с тем, что были отменены ряд, ну, как раз вот хоккейных, значит, так, международных мероприятий. Наши соревнования, как раз чемпионат мира среди женских команд по хоккею, был передан Канаде. Там, где в свое время были ряд вот таких крупных событий отменено. Ну, то есть это, в принципе, справедливо, да. Уверен, что в ближайшее время вот такие большие, в том числе хоккейные баталии, придут к нам в республику. Почему? Потому что у нас республика хоккейная. И, кстати, именно в 2020 году, наконец-то, базовым видом спорта в республике Башкортостан стал хоккей. То есть вот. И вообще мне хочется сказать, что несмотря на то, что год был достаточно непростой, но мы смогли добиться, ну, достаточно очень серьезных вот таких вот подвижек, прежде всего в части поддержки спорта и физической культуры. А вы говорили, мастеров спорта да. появилось больше. Во-первых, вы представляете, удивительно, но факт, значит, мастеров спорта России стало у нас порядка там, на 30% больше, в 2 раза мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, значит, в 4 раза у нас стало больше по итогам 2020 года. И это, конечно, говорит еще раз о том, что республика спортивный регион. Да, если вы помните, в 2019 году республика стала лучшим спортивным регионом Российской Федерации среди 85 субъектов. Вот, и вот там вот эта вот награда, да, которую Ради Фаридович мне передал после вручения. Вот. А это знак вот тоже этого же большой национальной премии. Да? Вот. И мне хочется сказать, что, во-первых, что у нас получилось в 2020 году. Во-первых, создан совет при главе республики по развитию физической культуры и спорта, по вопросам развития спорта в республике Башкортостан, которую возглавил этот совет Ради Фаритович. И по его поручению уже в феврале месяце мы проведем первое заседание. Сейчас буквально мы последние полгода очень серьезно готовимся. Это экспертные группы, это спортивное сообщество, это наши спортсмены, которые очень активно участвуют, да и просто жители нашей республики, которые вносят предложения. Уверен, что самые ключевые вопросы будут решены на этом совете.
совете. Это первое. Второе. Мы смогли увеличить выплату по материальному стимулированию по результатам побед наших спортсменов в международных соревнованиях, всероссийских соревнованиях. И это увеличение произошло порядка в 2-4 раза. Такого у нас не было с 2011 года. Мы увеличили нормативы выделения финансирования на проведение наших международных, всероссийских, республиканских спортивных событий. И это увеличение у нас не было с 2015 года. Да? Ну и много-много-много всего. Ну а самое главное, мы, конечно, безусловно, еще раз хочу сказать, что гордимся победами наших спортсменов. Вы посмотрите, как бокс выстрелил. Именно в столетие, да, когда у нас праздновалось столетие башкирского бокса, да, у нас столько побед. Во-первых, мы провели округ, да, последние 15 лет у нас окружные соревнования по боксу не проходили. А если давайте мы посмотрим на нашу спортивную борьбу на самом деле, потому что это тоже один из базовых видов спорта Республики Башкортостан. И то, что мы провели Кубок России, кстати, ну тоже впервые в истории республики, на призы главы Республики Башкортостан. Вот нам борцы, вот я буквально недавно был в Москве, до сих пор это вспоминают и говорят: Руслан Тагирович, только 2 таких кубка мы помним крутых, да, которые были проведены за всю историю. Правда, я спрашиваю, а где же первый? Меня затрудняюсь, говорит, сказать, да, вот так вот интересно, говорит, но у вас точно по самому крутому. Почему? А потому что мы готовимся к первенству мира, да, по спортивной борьбе, то есть это тоже очень большое доверие, это доверие прежде всего Международной Федерации мира объединенной борьбы, да, и в августе месяце мы это очень крупнейшее, на самом деле, очень важное спортивное событие для всего мира проведем. И мало того, я хочу сказать, что там, возможно, еще будет ряд вот параллельных, очень важных событий в мире именно спортивной борьбы. О чем мы будем с вами говорить, я думаю, в июне-июле месяце. Тайны пока все раскрывать не буду. Вы мне уже рассказали практически о всех крупных соревнованиях, и все-таки остался вопрос про Кубок мира по сноуборду. Да, Кубок мира по сноуборду тоже в феврале месяц будет проходить у нас в Абделиловском районе. Основные организаторы – наши соседи, Челябинская область, они на высочайшем уровне проводят. Мы со своей стороны тоже окажем содействие, прежде всего в организации безопасности, соблюдение всех мер и требований Роспотребнадзора. И уверен, тоже на высочайшем уровне будет проведено. Почему? Потому что, еще раз хочу сказать, что огромный опыт проведения. И вот на самом деле коллеги из других регионов отвечают, что мы здесь, ну, как говорится, руку набили очень достойно. Руслан Тагирович, спасибо большое за интервью. И я напомню, моим собеседником сейчас был Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.